Ингушетия хоть и входит в число регионов с наиболее благоприятной эпидобстановкой, и все же борьба с коронавирусом здесь продолжается. Динамика числа заболевших за последние несколько месяцев рисует кривую со стабильным приростом. Ровно месяц назад лечение проходили 82 человека, сейчас их 94, то есть больше на 12 человек. Для маленькой республики цифры не радуют. В среднем каждый день вирус находят у 10 жителей республики. Сейчас количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, если сравнить с прошлым месяцем, то, конечно, количество увеличилось. Есть вероятность третьей волны, но пока на данный момент ситуация с коронавирусом в республике не критичная, но и нестабильная. В основном поступают пациенты, приехавшие из других субъектов Российской Федерации, или пациенты, контактировавшие с пациентами, с приезжими пациентами. Назранская районная больница – первое медучреждение, которое приняло удар новой коронавирусной инфекции. Весной прошлого года, когда был пик заболеваемости, в больнице лежали более 400 человек с COVID-19. Сейчас ситуация намного стабильнее. Проходит лечение 41 пациент. На сегодняшний день койки сокращены до 40, но при необходимости есть указание министра здравоохранения, что при необходимости, конечно, коечный фонд нам увеличат. Но пока в этом нет необходимости. Сейчас планируется увеличение до 50-60, потому что сейчас потока пациентов нет. Но если в этом будет необходимость, то такой вопрос рассматривается об увеличении коечного фонда для пациентов с COVID-19. На данный момент проблем с лекарственным обеспечением нет. С кислородом тоже проблем нет, то есть оксигенотерапию мы проводим. Вот сегодня у нас на статусе лечения находится 41, из них 20 пациентов уже у нас на оксигенотерапии. Дополнительные кислородные точки проведены, у нас практически каждой койке подведена кислородная точка и имеется кислородный клапан, то есть при необходимости мы можем тут же подключить оксигенотерапию. Врачи больницы проводят очередной обход пациентов, и так несколько раз в день. Усложняют работу противочумные костюмы, которые для врачей практически стали частью гардероба. Без них в красную зону по-прежнему никого не пускают. Врачи практически целые сутки на страже здоровья своих пациентов. Особое внимание уделяют тем, кто находится в реанимации. Сейчас таких 3. Тяжесть состояния обусловлено дыхательной недостаточностью. Все пациенты находятся на неинвазивной вентиляции легких. Динамическое наблюдение осуществляется. На данный момент пациенты поступают в большом количестве, но при этом состояние у них тяжелое. Поэтому сравнивать с предыдущими пациентами каждый индивидуален. Наблюдаем, лечим. Ситуация с коронавирусом улучшилась благодаря самосознанию граждан, соблюдению ограничительных мер. Проведение вакцинации также создает коллективный иммунитет. На статистику повлияла и возможность лечения пациентов амбулаторно. Профилактика – это в первую очередь соблюдение рекомендаций врачей, соблюдение изоляционно-ограничительных мероприятий, в первую очередь соблюдение масочного режима, ну и, конечно же, вакцинация. То есть вакцинация – это единственный и надежный способ избежать заражения и тяжелого осложненного течения заболевания. Небольшие цифры заболевших не повод расслабиться, напоминают врачи. Хоть ковид и сдал свои позиции, он все еще среди нас. К тому же неизвестно, как поведут себя новые штаммы вируса, которые уже есть в регионах. Мусим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.